Регби – очень дерзкий и, как мне кажется, по-настоящему сильный спорт. Да, вся игра буквально строится на силе. Не последнее место, кстати, занимает скорость. И регби, между прочим, празднует юбилей в этом году. Американскому веянию в России исполняется 95 лет. Но в Коми регби прижилось относительно недавно. Когда? Расскажет Дмитрий Безжуков, президент Федерации регби в Республике Коми. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Итак, как развивается регби в Республике Коми? С чего все началось? Началось все примерно 2 года назад, когда у меня в селе Пашга была небольшая секция, и мы решили найти такой вид спорта, который был бы таким вектором развития для ребят. То есть он бы имел и какие-то олимпийские перспективы, и физподготовку. И мы решили заняться регби, потому что мы в него уже играли, но не знали толком правил, где, что, как. Вот с этого родилась идея возникновения федерации. Потом работа с детьми переросла в работу со взрослыми. Потом работа со взрослыми идет уже в сторону профессионального спорта. То есть мы потихонечку, так планомерно стараемся развиваться. Вот в 2019 году вы планируете выступить на Федеральной регбийной лиге. Как вот вы оцениваете подготовку ваших спортсменов? И кто вообще поедет? Мужчины, женщины, дети, подростки? Это будет мужская команда. Состав команды 20 человек. То есть 15 это игроков и 5 запасных. Перспективы мы оцениваем как... достаточно позитивно, оптимистично, потому что мы 3 недели назад играли с командой «Трудовые резервы» Кирова. Мы сыграли более чем достойно, то есть сыграли со счетом 30-40, то есть мы победили. Вот, это была товарищеская просто игра, мы периодически раз в месяц выезжаем, то есть теперь у нас в планах Пермь, Вологда, то есть мы готовимся к сезону встречами с возможными противниками, ну и плюс с противниками Северо-Запада. Кстати, вот насчет женских команд, они у нас в республике есть? Пока, к сожалению, нет. Я думал, мужчины пока подадут пример, а потом уже вы к нам присоединитесь. Да. Как часто проходят тренировки? Пока у нас межсезонье, погода не очень позволяет, мы играем только раз в неделю, по субботам в Давпане. Теперь вот открывается зимний сезон, будет 2 раза в неделю это на поле, то есть мы играем на улице, и 2 раза в неделю тренировки в зале. А вот прийти на занятия может кто угодно? Абсолютно любой человек, то есть любой физической формы, любого практически возраста, то есть мы всем рады, и регби уникален тем, что нужны различные люди. То есть игроки нападения это большие и крупные, игроки защиты это ну, чуть меньше габаритов, но более скоростные, то есть нужны все. Абсолютно. А вот если... В команде, получается, в команде, получается, может любой себе найти применение. Абсолютно. А вот если, абсолютно например, любой. Девушка придет, вот она будет одна, она будет играть с мальчишками? Пока что, наверное, да, может быть, в каком-то таком более лайтовом режиме, если так можно сказать. Но, я думаю, женская команда соберется. То есть у нас есть уже несколько человек, которые хотят играть. Как только наберется формат хотя бы зимнего, это 5 человек, мы начнем выезжать. Противники есть. Опять-таки, та же Кировская область, с ними можно поиграть. То есть в Кирове есть уже женская команда? Да, там есть. Куда планируете поехать еще в ближайшее время? У нас Вологда через 3 недели. Как идет подготовка? И насколько, кстати, травмоопасен этот вид спорта? Там же... На самом деле мы огромное внимание уделяем как раз тому, чтобы травмы не получали игроки. То есть мы учим правильно падать, учим правильно захватывать. То есть, например, в регби запрещены захваты выше плеч. Это, ну, центральное такое вообще место, когда травмируется. Вот. То есть, ну, травм на самом деле пока за 2 года не было. Вот насколько мы знаем, вы взяли шефство над 3-м детским детдомом. Да. Вот почему воспитанников детских домов важно заниматься спортом, как вы считаете? Ну, как я вижу, у них просто огромный потенциал спортивный. Я потому что сам когда-то работал в детском доме, я просто это заметил, поэтому у меня эта идея возникла, когда мы стали создавать федерацию. То есть ребята, учащиеся просто средней школы, они больше раскиданы на различные секции, их больше раздергают по различным мероприятиям, а дети детского дома, их можно собрать, тренировать, то есть это все более организационно получается лучше. Их легче собрать и легче организовать. И потом это может быть путевкой в жизнь, по сути. Конечно, конечно. А кто сейчас лидер в регби в России? Это Красноярск. То есть там 2 команды, это Красный Яр и... Забыл название. Второе. В общем, Красноярск – это столица российского регби. То есть игроки вот этих вот красноярских клубов, они выступают в Англии, Франции, как легионеры. То есть это... Самые отчаянные, дерзкие, да? На регбийской лиге они будут? Нет, они играют в высшем дивизионе. То есть мы пока начинаем с федеральной регбийной, как любители. Потом будем расти дальше. То есть в планах, конечно, у нас вырасти до их уровня. Но в мире, по-моему, лидируют по регби новозеландцы. Да, совершенно верно, да. Ну, тогда мы желаем увидеть вас в скором времени в Новой Зеландии. Чтобы вы привозили с собой победы, и этот вид спорта в республике тоже развивался благодаря вам, вашему энтузиазму и энтузиазму тех, кто рядом с вами вместе. Все будет. Спасибо большое. Всего доброго.